Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о баскетболе. Меня зовут Фабер Анна Николаевна. Я являюсь преподавателем физической культуры. Понятие баскетбол. Баскетбол – это командный вид спорта, где две команды по 5 игроков соревнуются в забрасывании мяча в корзину соперника, установленную на высоте 3,05 метра. Игра требует не только физической подготовки, но и стратегического мышления, взаимодействия с партнерами и соблюдения тактики. Баскетбол развивается на всех континентах, а его популярность растет благодаря зрелищности и доступности. История возникновения баскетбола. В 1891 году Джеймс Нейсмит, преподаватель физической культуры в колледже Спрингфилда, США, создал игру, чтобы занять студентов зимой. Первые игры проводились с использованием футбольного мяча и 2 корзин для персиков, прикрепленных к балконам. Игра быстро распространилась через MCA и стала популярной в учебных заведениях. В 1936 году баскетбол стал официальным олимпийским видом спорта. Развитие баскетбола в мире. В 1946 году была создана баскетбольная ассоциация Америки БА, которая в 1949 году объединилась с Национальной баскетбольной лигой НБЛ, образовав НБА. В 1950 году баскетбол стал популярным в Европе и Южной Америке. ФИБА, Международная федерация баскетбола, организует чемпионаты мира и олимпийские турниры. В 21 веке баскетбол активно развивался в Азии и Африке. Популярные баскетбольные лиги. НБА США – лига с самыми высокими стандартами и наиболее звездными игроками. Евролига, Европа – престижный турнир с участием лучших клубов Европы. Лига ВТБ, Россия и СНГ. Международная лига, объединяющая сильнейшие клубы Восточной Европы. НБА, J-лига, молодежная лига, готовящая будущих профессионалов. Основные правила игры. В каждой команде по 5 игроков на площадке и до 7 запасных. Матч состоится из 4 четвертей по 10 минут FIBA или 12 минут NBA. В случае равного счета назначается овертайм длительностью 5 минут. Каждый игрок может совершить до 5 фолов. НБА – 6 фолов. Начало игры. Игра начинается с выбрасывания мяча в центральном круге судьей. Команда, выигравшая сбрасывание, получает право на первое владение мячом. Игроки занимают свои позиции. Разыгрывающий, атакующий защитник, легкий форвард, тяжелый форвард и центровой. Ведение мяча, дриблинг, осуществляется одной рукой, без касания 2 руками одновременно. Перемещение без мяча включает открывание, смену направления и рывки. Перехваты требуют хорошей реакции и предугадывания действий соперника. Типы бросков. Лей-ап выполняется с движением с одной руки, часто используем щита. Данк – эффектный бросок, при котором игрок забрасывает мяч сверху в кольцо. Средний бросок выполняется с расстояния 3-6 метров, часто с прыжка. Трехочковый бросок выполняется из-за дуги, требует точности и силы. Штрафной бросок выполняется с линии штрафного броска после нарушения. Защита в баскетболе. Личная опека. Каждый игрок отвечает за конкретного соперника. Зонная защита. Игроки защищают свои зоны на площадке. Подстраховка. Помощь партнеру при атаке соперника. Блокшоты. Попытка заблокировать бросок соперника, не нарушая правил. Нарушения и фолы. Пробежка. Игрок делает шаги без ведения мяча. Двойное ведение. Повторное ведение мяча после его остановки. Нарушение времени. 3 секунды находится в зоне соперника. 5 секунд при вводе мяча. 8 секунд на пересечении центра. 24 секунды на атаку. Личные фолы. Нарушение с физическим контактом, за которые назначают штрафные броски. На этом мы заканчиваем свою презентацию. До свидания.